Санкции необходимо продолжать. И как бы там ни хорохорилась Российская Федерация, нам санкции, как укус комара, там, слону или там, медведю, или что они там еще заявляют, по экономике Российской Федерации они бьют, причем бьют очень серьезно и негативно. Поэтому для России это должна стать, ну, знаете, позиция выживания. Да, и тогда они действительно уйдут с оккупированной территории. Санкции должны не просто продолжаться, они должны глобально расширяться. Например, в последнее время мы видим, что европейские страны, к сожалению, для нас начинают заявлять, что показали санкции свою неэффективность, Мгм. давайте снимать. Там ничего же Например, не выполнено. да. Да. Например, мы слышим такие заявления от представителей Италии. Мы знаем, что там Мы очень знаем, кто серьезно, там, да. да, лобби Российской Федерации. Такие же заявления, очень пока еще осторожные, идут со стороны некоторых депутатов Франции. И начинают обрабатывать они по-серьезному представителей Германии. Самое интересное, что в этом отношении появилась поддержка, наверное, на которую, от страны, от которой мы постоянно ждем поддержки, но не рассчитывали, Мгм. что это будет напрямую. Это Соединенные Штаты. Когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке наложили санкции на компании, которые занимаются прокладкой газопровода по А проекту вот это за живое. Северный поток-2. А вот это уже серьезные экономические потери. Потому что Российская Федерация вложила И миллиарды долларов. политические потери тоже. Да, и Да. политические Они же потери хотели тоже. Европу подсадить. Да, действительно. И вот здесь, опять же, я не стал бы, знаете, преувеличивать роль Украины, что якобы Соединенные Штаты это делают для нас. Нет. Всегда страны преследуют свои национальные интересы. Напрямую это совпало с интересами Соединенных Штатов. Они хотят свой сланцевый газ, достаточно Мы должны дешевый в любые добыче. возможности использовать. Правильно. Любые. Да, и мы должны просто вот усилить дипломатические отношения между странами и показать, что да, действительно это выгодно Соединенным Штатам, но это в первую очередь выгодно Украине.